1 сентября в отделении онкологии Республиканской детской клинической больницы откроет свои двери инновационная образовательная площадка. Об этом на встрече с заместителем председателя правительства Коми Натальей Михальченковой заявил координатор региональных программ развития проекта «Учим, знаем» Иван Далуев. По его словам, главная цель – помочь детям, проходящим лечение, получать те же знания, что их сверстники. Республика станет 14-м регионом, где внедряют подобную методику. Специализированный центр закупят интерактивную доску и нужное количество планшетов. Педагоги пройдут специальную подготовку. Мы будем обучать всех, кто работает в данной системе, ведь дети учатся не только в больнице, они еще и проходят обучение на дому. Да? Есть домашнее обучение, вы знаете об этом, и специфика очень похожа. Мы хотим сказать, что в той модели, которую мы реализуем в регионах, это, как правило, 3 основных тьютера, да, в зависимости от количества детей. Это русский, математика и начальная школа. И один администратор, человек, который курирует вопросы, связанные с расписанием занятий, с контингентом детей, с оформлением учебных ведомостей и иной документации. Если еще лет 20 назад мы даже как-то и не совмещали эти два понятия детская онкология и учебный процесс, да, то теперь детская онкология, она достаточно перспективна. У нее очень много отличий от взрослой онкологии и совершенно разные результаты, да, лечения. То есть подавляющее большинство детей с онкологией – это не приговор, это нормальные дети, которые потом выходят без всяких последствий. И очень важно, чтобы именно вот этот длительный период не выпадал из его жизни. И, наверное, даже не это самое важное для нас, для медиков, а то, что на самом деле ребенок будет находиться совершенно в другом психологическом состоянии. То есть у него будет интерес к жизни и так далее. Специальное помещение в детской клинической больнице уже начали обустраивать. Известно, что каждому ребенку будет индивидуальный подход. По словам Натальи Михальченковой, проект «Учим, знаем» в регионах сегодня один из самых востребованных. Главная задача проекта, и мы благодарим за это партнеров, это методическая поддержка педагогическая и методическая поддержка с точки зрения адаптирования образовательных программ под нужды конкретного ребенка. С психолого-педагогическим, содержательным компонентом и, конечно, с образовательной инфраструктурой. Поэтому мы рады, что нам повезло и удалось показать, что регион способен исполнить проект, способен выступить такой площадкой в России, 14-м регионом, и решить задачи. Все предстоящие работы будут согласованы до 20 июня. Обычная установка оборудования занимает около недели. Как повысить качество образования в школах? Об этом сегодня говорили в Сыктывкаре. В столицу Коми приехали представители Российской академии образования, профессоры университета имени Сэма Хьюстона из США. Зарубежные гости поделятся своим опытом работы с детьми. В Америке у учителя больше полномочий. Он разрабатывает свою стратегию обучения, свои подходы, и в то же время у детей больше свободы в мнениях, поступках, вне каких-то рамок определенных. Я не скажу однозначно, насколько это все правильно и не требует каких-либо пересмотров. На семинар приехали педагоги со всей республики. Для них проведут открытые лекции, мастер-классы, круглые столы. Некоторые районы более отдаленные, что там больше малокомплектных школ, что там меньше ресурсов, даже для сетевого взаимодействия. Но вместе с тем важно и их включить в этот процесс, чтобы качество образования было независимо от условий, чтобы каждый ребенок достойно закончил школу и смог профессионально определиться и самоопределиться в будущем. Работа семинара продлится 2 дня. Он будет проходить по разным направлениям. Адресная поддержка молодых педагогов, инновации в образовании, эффективная школа.